И ул ложится ровно, прямо, и уже вот так вот не танцует. А я хотела все в длину, а потом в середину была тыгып тегенем. Ну, а вот так ул может не поместиться, друг на друга находит. Размер бывает один большой, один маленький. А вот так вот, видите, ул сразу ровно получается. Да? А? Каждую бисеринку вот сейчас пришиваете. Да? Нет, я сразу два ряда Два пришила. ряда последовательно, Можно одна бусинка. Одна бусинка добавилась, там прошили, еще добавилась. Ну, вот смотри, вот я беру сразу сколько две, сейчас берете? или вот две беру, или три беру, если три ряда, вот сразу два беру. Вот я об этом говорю. Одна бусинка в ряду. Да, одна добавляется. бусинка, Вот да, об этом я да. говорю. Каждый ряд прошиваю. И вот вы обращали внимание, наверное, тут у меня тонкие нитки. Если мы шьем вот такими нитками, вот я принесла нитки показать, вот ХБшные, или вот такие сейчас нитки продают, они называются джинсовые. Шелковые. Нет, ХБ. Джинсовые. Они вот тут в просвет видно. И получается вообще даже как старинный этот выглядит, нитки. Нежелательно она мандарин. Наоборот, вот Какая цель этим... преследуется? Если хочешь показать как исторически, наверное, Нет, можно. там бисеринки не туго. Между ними есть просвет, да. И вот когда вот этими нитками ХБшными вы шьете, настоящими, у вас так и получается. Небольшой просвет. Я вижу, И вот когда вы шьете много, вот так оно получается и быстро, и ровно, и вот посмотрите. А заканчивать как? А заканчивать вы нитку делаете в этот, туда, и все, и закрепляете. Вот Еще фановый с вами, да? Нет, я беру длинную иголку или останавливаетесь. И еще же есть эти вот, вы делаете потом монеты. Вот можно до монеты сделали, потом монеты, до монеты, так тоже удобно монеты. А потом вот так вот кусочками шьете и получается это. Вот даже 3 ряда бисера можно вот так вот шить. Снизу шьем монеты, потому что когда сверху, потом неудобно подшивать. А когда мы шьем снизу, монету вот пришили, она закрывается и пришивается. Следующая монета закрывает нитку и пришивается. И мы идем снизу, пришиваем крупнее, потом мельче, и тут уже самые маленькие. Вот так удобнее. Обязательно идет цепочка. А вот где другое? Где Вот здесь другое хакал? Вот там другая цепочка. Этот вот шит по музейному образцу. Там вот обыкновенная цепочка. Спросите, откуда я ее взяла. От старых часов. Да. Кукушки отобрала. Ну, она как бы традиционно была, что означает, не могу сказать. Но металл и вот четко. Вот смотрите, косая бейка — это современное изобретение и название, потому что раньше ткань берегли. Вот я принесла показать. Можно? Видите, прямая. Я не пришиваю косую бейку, она сразу выдает. Она прям кричит: я косая бейка, я китайская, я из Китая приехала, я современная. Мне ужасно не нравится, поэтому я пришиваю прямую. По долевой. Прямую, да. И она может, вот здесь бархат пришит, он мягче. И здесь, где образец? Вот. Он немножко, может быть, он немножко не так ложится, но вот видите, тоже ложится. Это вот прямая, вот это самое, видите? Нормально ложится, немножко потянуть ХБ, и нормально. А косая бейку, ее сразу видно, она сразу выдает и на много порядков снижает вот вид вашей работы. Поэтому я, все-таки призываю... Не котируется, не котируется, да. Не пользуйтесь На ею. платьях. Это дело из ткани.
на ткани она отрезала, прогладила. Как пришивать? Ну вот пришила. И еще, знаете, вот смотрите, вот это пришито на руках. Вот внутри, где не видно, можно пришить на машинке. А где видно, вот видите, видно, тут пришито вот это на руках. И сейчас в реконструкции такое есть это. Видимые швы делаем ручные, а невидимые вот внутри, например, платье вот сшито на машинке, а вот видимые, они сшиты на руках, чтобы не видно было машинного шва. Поэтому вот такая вот хитрость, которая делает вещь прочнее, но тем не менее, как бы более... лучшее. Вот это полностью на руках шито. Вот это полностью на руках шито. Вот это шито, вот это на машинке шито. Но его, видите, не видно. А потом я вот к этой пришью вот эту, на руках вот так пришью и все. Третий слой. Что, Альфия, сразу вот этот надо... Да, простегали, чтобы она держала форму, да. А вот стяжку убирать надо потом? Да, потом убираете, да. Где, чтобы она не видна была. И вот вы закрываете, крупные делаете, потом мелкими заполняете. Такие снизу все время, да? Да, так лучше шить, потому что вот вы шили, потом вы ее должны поднять, и вам не видно. А когда вы шьете снизу, вот вы видите, вторую вот наложили, уже вот так закрываете нитку. Я обычно закрываю, а можно и так пришивать. И вы ее видите, вы ее закрываете и пришиваете. И вот как идет. И вот когда вы вот такую шили, вы сделаете раскладку. Сделайте раскладку. Нравится, не нравится, разобрали. А вот так. Вот размер как снимать? Ну вот берите, снимайте.